Автомобильные, мотоциклетные, велосипедные, даже авиационные покрышки, различного рода изоляция, будь то для наших по сути электрических приборов, да, шнурах, будь то шланги высокого давления, да в конце концов средства контрацепции. Все это появилось, и всем этим мы регулярно изо дня в день пользуемся благодаря одному человеку. Удивительное открытие по созданию синтетического каучука принадлежит великому сыну Якутии, великому русскому ученому Ивану Лаврентьевичу Кондакову. Сегодняшний наш выпуск именно об этом удивительном человеке. Иван Лаврентьевич Кондаков родился 8 октября 1857 года в городе Вилюйске Якутской области в семье отставного казачьего пятидесятника. Его отец был отставным офицером, Лаврентий Алексеевич его звали, и такой потомственной дворянкой, дочерью дворянского исправника. Кто такой исправник? Исправник – это такой полицейский чин, как полицейский городовой, да? Вера Ивановна, его мать Кондакова, в девичестве Поротова, в этой замечательной семье первым ребенком он рождается, повторюсь, в 1857 году. Вообще, если говорить о семье Ивана Лаврентьевича, он был, повторюсь, первым ребенком, вслед за ним родились еще 10 детей. 11 детей было в семье Кондакова. 11 детей. Вообще, если говорить о семье, то сведения, разумеется, есть, но не полные. Давайте поговорим об остальных братьях и сестрах Ивана Лаврентьевича. Вторым ребенком был Степан. Он родился в 1859 году, окончил Иркутское юнкерское училище и пошел по стопам отца. Стал офицером, служил в якутском казачьем полку, вышел в отставку в чине сотника. Сотник — это такой, довольно высокий в казацком табеле о рангах чин. Кстати говоря, о якутских казаках, мы рассказывали в одном из наших выпусков. Пожалуйста, посмотрите, здесь выйдет подсказочка в левом верхнем углу. Собственно, он дослужился до чина сотника, занимался творческой деятельностью, писал стихи, песни, печатался в местной прессе, был таким довольно узнаваемым человеком. Третий брат Гавриил, окончив Казанский ветеринарный институт, стал чиновником по особым поручениям, якутского губернатора, был таким исследователем. Вообще ветеринарное дело, оно же только-только тоже набирало обороты, и он тоже был таким глубоким исследователем. Более того, он участвовал в организации знаменитой Сибиряковской экспедиции. Про Сибиряковскую экспедицию мы тоже обязательно снимем один из наших выпусков. Очень интересная была экспедиция. И, конечно же, дружил он с полицейными и, соответственно, был в таких хороших, интеллигентных кругах весьма заметной персоной. Третий брат, его тоже звали Иван II, как его в семье величали. Он, окончил Юрьевский ветеринарный институт в Эстонии. Это про город Юрьев мы еще в течение нашего рассказа сегодняшнего обязательно поговорим. Большая часть жизни Ивана Лаврентьевича, нашего сегодняшнего героя, посвящена именно работе в городе Юрьев. Город Юрьев, забегая вперед, сейчас более известен как Тарту. Это один из крупных городов Эстонии, да. После того, как он окончил этот ветеринарный институт, Иван II, около 10 лет он проработал ветеринарным врачом в городе Балашове Саратовской области. А потом уже в начале 20 века, в 1902 году, на протяжении 8 лет он работал в Якутии заместителем областного ветеринарного инспектора. Следующий брат Николай учился в якутской прогимназии, постоянно проживал в городе Вилюйске, поскольку был младшим из сынов, то он помогал в матери. Мать, повторюсь, была дворянских кровей, соответственно, она занималась бизнесом. Вообще, надо сказать, что семья довольно неплохо была обеспечена. Матушка, повторюсь, занималась каким-то бизнесом, и Николай помогал матушке своей в торговых делах. Кроме того, историки об этом тоже пишут, Николай был попечителем на рубеже 90-х годов 20-го столетия казачьей школы. В общем, в целом, казачью школу окончили все братья, и она почему так называлась? Потому что она была, во-первых, платная, и поскольку она была платная, там занимались исключительно дети людей обеспеченных, коими, собственно, и были казаки, да, поэтому она так и называлась казачья школа. И Николай был одним из тех, кто финансировал, в том числе, работу этой школы. О Петре и Василии практически ничего не известно. Был еще один брат Лаврентий. Лаврентий окончил курс Санкт-Петербургского университета, и далее его история теряется. Точно так же, как и о Петре и Василии, известно, что они учились в якутской прогимназии. Больше никаких сведений об этом нету. Все три дочери Лаврентия Кондакова, Елизавета, Надежда
Надежда и Клавдия их звали, они успешно вышли замуж, ну и вели такой очень, ну, простой для женщин образ жизни. Подводя черту, можно сказать о том, что все братья Кондаковы получили базовое образование, как минимум базовое, да, некоторые из них, ну, почти половина получила высшее образование, ну, а Кондаков-старший, получается, один из первых, ну, вот, как минимум в Вилюйском районе, да, в Вилюйском районе получил высшее научное образование, стал профессором, кандидатом наук сперва, а потом уже профессором. И, кстати сказать, Иван Лаврентич, он был на год всего лишь младше Константина Неустроева, выпуск о котором также есть на нашем канале. Урсик, совершенно точно, они были знакомы, они в одно время учились в Якутской прогимназии. Сам Иван Лаврентич учился в Красноярске в филиале гимназии Иркутской, в которой также учился Урсик. Ну, соответственно, я полагаю, что они были очень знакомы. Более того, опять-таки, забегая вперед, скажу, что Иван Лаврентич поступает в Императорский Санкт-Петербургский университет и учится на одном факультете вместе с Урсиком, но там немножко, чуть-чуть Урсик раньше поступает, конечно же, на 3 года раньше он его оканчивает, но полагаю, что они вместе какое-то время они там могли встречаться, я так думаю. И хорошо, что Иван Лаврентич не примкнул к народовольцам, ну и, соответственно, его судьба была более яркой, более протяженной, да. Но это, как говорит наш известный актер и телеведущий, совсем другая история. Повторюсь, Иван Лаврентич Кондаков начальное образование получил в городском приходском училище, это в городе Вилюйске, вот он там учится. Потом он, значит, уже поступает в Якутскую прогимназию, это случается в 1870 году. В 1880 году он оканчивает мужскую гимназию в городе Красноярске, это филиал Иркутской мужской гимназии. Ну и в этот же год, в 1880 он поступает на физико-математический факультет Петербургского императорского университета. В мае 1984 года со степенью кандидата наук он его оканчивает. Ну и вообще он учится хорошо, прилежно, он уже на 2-м курсе начинает публиковаться, в том числе в журнале Русского физико-химического общества, он там публикуется. На 3-м курсе он знакомится, ну как знакомиться, он, конечно же, знает академика Александра Михайловича Бутлерова, он с ним активно взаимодействует, ну и, соответственно, на 3-м курсе вот академик его, видимо, очень сильно замотивировал, заинтересовал, рассказал о перспективах этой науки, ну и вот он на 3-м курсе переходит под начало академика Бутлерова, переходит в лабораторию Александра Михайловича. Вот, собственно, это роковое такое событие, которое переворачивает его жизнь с физической, да, более точной науки на естественные науки, на химию, и он влюбляется в химию. Вся органическая химия пройдет у него такой белой полосой сквозь всю жизнь, и мы сейчас об этом как раз на протяжении этого выпуска и расскажем. В мае 1884 года Иван Лаврентич оканчивает университет. Напомню, что он выпускается в статусе кандидат наук и призывается в армию. Он уходит в императорскую армию, служит, ну, в общем, срочку, да. И в 1885 году, демобилизовавшись, значит, он по предложению профессоров Петербургского университета, вот Бутлерова и Меншуткина, остается в университете, возвращается в университет уже для подготовки диссертации, да, своей докторской диссертации для того, чтобы защитить звание профессора. С 1986 года по 1995 годы, значит, он работает параллельно лаборантом Варшавского университета. В Варшаве мы еще вернемся, это тоже такой примечательный факт его жизни. Кроме того, он, значит, естественно, преподает химию для студентов, медиков преимущественно, потому что одно из направлений его науки было именно фармакология. Он изучал биохимию, да, ну, скажем так,
изучал химические процессы для будущей или уже зародившейся только фармакологической отрасли. В 1893 году Кондаков сдает магистерский экзамен при Петербургском университете, а уже в следующий год, в 1894 году, ему присуждается степень магистра химии за научный труд о синтезах под влиянием хлористого цинка в жирном ряду. В процессе подготовки Кондакову удалось открыть каталитические реакции превращения непредельных углеводородов алифатического ряда под влиянием хлорида цинка, послужившие основой промышленных процессов переработки нефтехимического сырья. Вообще, вот этот набор слов, непонятный для рядового человека, в том числе и для меня, человек, который химию очень знает посредственно, да, передаю большой привет моему учителю по химии Любовь Александровне Блюмер. Это не ваша заслуга, это я, балбес, просто не понимаю химию, мне просто никак, нет у меня никаких способностей к химии. Мамой клянусь, если бы я дружил с химией, я бы стал медиком, а не журналистом в итоге. Но, тем не менее, лечить людей умею. Могу, что называется. Вот этот научный труд, он основан на том, что он занимается анализом углеводородов, нефтехимией, да, и вот это закладывает ему, базис, наверное, да, это становится отправной точкой для того, чтобы он синтезировал каучук. Повторюсь, есть мнение о том, что резину придумал, и каучук синтетический, соответственно, придумал другой академик, соратник Ивана Лаврентьевича по фамилии Лебедев. Мы к нему еще вернемся, есть мнение, но на самом деле это не так. Те книжки, которые об этом говорят, якобы о том, что Кондаков украл эти знания у Лебедева, все это, конечно, неправда, потому что сам Лебедев в своих потом трудах ссылается на Кондакова и говорит, что все-таки основоположником тех явлений, научных явлений, был Кондаков. Это базис, повторюсь, базис для того, чтобы его открытие, которое произойдет очень скоро, свершилось, скажем так, да? Продолжаем дальше двигаться по биографии нашего Ивана Лаврентьевича. В 1895 году он был назначен экстраординарным профессором фармации и одновременно директором фармацевтического института Юрьевского университета. Повторюсь, Юрьевский университет, он на тот момент так назывался, потому что это все-таки Российская империя, да, и Эстония была частью Российской империи, соответственно, город, который носит сейчас название Тарту, тогда назывался Юрьев, а если быть более точнее, то это был Дербский университет, он так, местные его так называли. Уже, собственно говоря, в 1898 году он становится ординарным профессором, и это такая, как сказать, так можно сказать, проректор, что ли, если на наш язык перевести, да, проректор такой очень выдающийся ученый и не последний человек в университете. Повторюсь, вот этот промежуток жизни Ивана Лаврентьевича, когда он живет в Эстонии, фактически в Эстонии, да, он самым продуктивным является. У него открыты все технические возможности для изучения, для того, чтобы заниматься наукой. Перед ним открыты все лаборатории. Он на связи со всеми выдающимися химиками той эпохи, той поры. Он в переписке с немцами, с поляками. В общем, он разговаривает практически со всей Европой на равных, и его авторитет прям как сказать, неоценим, наверное, да. Все деятели науки того периода, они это подчеркивают, говорят, что Иван Лаврентьевич был выдающийся ученый и охотно этими знаниями делился. Наступает долгожданный 1901 год. Весь мир переходит в новый век, 20 век, и много разных открытий происходит. В стороне Иван Лаврентьевич не стоит. В 1901 году он впервые синтезирует каучук. Не будем вдаваться в подробности, как это все происходило, хотя это документально тоже известно. Там очень много умных слов, типа изопропен, там разные бутановые соединения, вот эти вот все очень сложные для бытового понимания слова. Но, тем не менее, из продуктов нефтехимии он смог выделить этот
каучук, резину, ну и, соответственно, сделать. Вообще, если говорить о каучуке, да, то что это такое вообще? На самом деле каучук добывали из дерева. Дерево называется гевия, оно произрастает в южных широтах, преимущественно растет в Шри-Ланке. И вот его обдирали, это дерево, кору этого дерева, и из коры этого дерева делали, ну, такой, скорее всего, с участием смолы этого дерева, да, делали такую массу, она такая довольно жидкой становилась. И вот, по сути, по большому счету, это был органический, самый настоящий каучук. Как это называется сейчас? Ну, наверное, резиновый клей. Вот если вы покупаете, заходите в хозяйственный магазин, покупаете резиновый клей, в составе резинового клея это и есть то самое экстракт гевия, речь о котором мы сегодня ведем. А, собственно, синтетический каучук, он, повторюсь, делается из продуктов нефтехимии. И вот Иван Лаврентьевич его синтезировал и создал искусственный такой каучук. Резина, по большому счету. Так вот, возвращаясь к академику Лебедеву, Сергей Васильевич по большому счету стоял на одной ступеньке в разработке, в базисе, скажем так, да, по синтезированию каучука. И, повторюсь, были люди, которые приписывали, и скорее всего это происходило в том числе и потому, что многие участники вот этого процесса, когда создавался каучук, впоследствии эмигрировали в Америку, кто в Германию, кто куда еще. Но вот Лебедев остался в стране, и поэтому тут, повторюсь, опять, наверное, сработала такая политика, прежде всего, политика пропаганды здесь начинает работать, ну и чтобы, соответственно, как это? Это же должен быть советский ученый, да? Это советы придумали каучук. Вот, поэтому был такой оговор Кондакова, и пытались приписать, значит, открытие синтетического каучука Сергею Васильевичу Лебедеву. Но сам Лебедев, повторюсь, он в своих трудах неоднократно везде указывает о том, что это заслуга, в первую очередь, Ивана Лаврентьевича, и вообще приоритет Кондакова в получении синтетического каучука был признан вообще во всем мире. Повторюсь, Иван Лаврентьевич был знаком с массой химиков, ученых, и каждый из них всегда подтверждал, что каучук синтезировал Кондаков. Вообще, вы же понимаете, что любому прогрессу всегда способствует некое плохое отрицательное движение. Любому прогрессу. Все величайшие научные, наверное, открытия были сделаны в ходе каких-то войн, да, каких-то революций. Русская революция 1905 года, Иван Кондаков ее тоже застает, но он, повторюсь, находится в Эстонии. И Эстония русскую революцию 1905 года, она ее практически не затрагивает, не участвует. Но вот уже Октябрьская революция 1917 года, и когда власть Советов пришла в Эстонию, вот тогда уже эстонцы повели себя совершенно по-другому. Кто знает историю Европы, прекрасно помнит о том, что там было эстонское восстание, да, и Эстония получила суверенитет. Это случилось там в 19 или 18 году. Ну, в 19 году, да, в 1919 году Эстония получила независимость, и ее независимость признали все страны Европы, в том числе и Советская Россия. Но речь не об этом. Речь пойдет сейчас о Первой мировой войне. После русской революции 1905 года, напомним, началась Первая мировая война, и вот для того, чтобы каучук вошел, в том числе синтетический каучук, да, вошел в массовое производство, естественно, участники, комбатанты, как сейчас модно говорить, да, этой войны, Первой мировой войны, начинают разработку тех или иных резиновых изделий. В первую очередь, конечно же, разработки Кондакова пригодились российской армии, потому что, ну, вы помните, в Первой мировой войне были впервые использованы отравляющие вещества, да, газовые атаки, так называемые. И вот на заводе «Треугольник» в Санкт-Петербурге был использован метод как раз Кондакова, и они создали первые противогазы. Эти противогазы резиновые спасли десятки, а то и сотни тысяч жизней на фронтах Первой мировой. Вот если как примитивно, да, или так на поверхности лежащее первое применение каучука в массовом, хоть и не в хорошем этом смысле, да, но тем не менее было вот такое. Ну, понятное дело, что уже после этого, конечно же, начали использовать и в автомобилестроении, и после того, как ГЛРО и повсеместная электрификация пошла в изоляции
проводов и так далее, и так далее. Но это уже совсем другая история, повторюсь. Вернемся к нашему Ивану Лаврентьевичу. Наступает, повторюсь, революция 17 года. В 18 году начинаются волнения в Эстонии, национальные волнения. Ну и поскольку университет был императорский, повторюсь, да, Юрьевский императорский университет, то этот университет полностью эвакуирует в Воронеж. Эвакуируется и Иван Лаврентьевич вместе со своей кафедрой полностью, они переезжают в Воронеж. К сожалению, супруга Ивана Лаврентьевича, ее звали Мария Ивановна фон Рубинау, была такая женщина. Вообще никто из историков нигде не упоминает, кто она такая, чем она занималась, но вот по документам, которые я нашел в ходе подготовки этого выпуска, я вижу, что она была выпускницей Санкт-Петербургской консерватории, соответственно, она занималась музыкой, да, была музыкантом. Об их личной жизни тоже известно мало, совершенно точно у них не было детей, но была приемная дочка, она впоследствии вышла замуж, переехала в другую европейскую страну, и связь с ней потом, собственно, была тоже утеряна. Но полагаю, что Иван Лаврентьевич на протяжении, уже после смерти супруги, скорее всего, переписывался со своей приемной дочерью. Ну и, наверное, у них были хорошие такие отношения семейные. Но это тоже, повторюсь, другая история. Эвакуация в город Воронеж. Несколько лет он там находится в эвакуации, пока не успокаиваются национальные волнения в Эстонии. Возвращается Иван Лаврентьевич в Эстонию в 2020 году. В 2019 году город Юрьев уже переименован в Тарту, известный нам сейчас, ну, более известный нам сейчас, да. И возвращается он по причине того, что умирает его жена, и он должен ее похоронить. Ну и, собственно, он приезжает туда, возвращается после похорон своей супруги в родную Альма-Матер, в свой университет, но эстонские власти, они были настроены, ну, категорически против и не дают ему там работать. И, соответственно, Иван Лаврентьевич после того, как продержит свой траур, после этого он уезжает в Варшаву. Повторюсь, в Эстонии его научные изыскания местным властям не понадобились, и поэтому Иван Лаврентьевич находится в поиске, куда бы ему податься со своими разработками. И здесь навстречу ему идут его коллеги, в частности, из Франции коллеги. Они его приглашают к себе, и он даже читает лекции в знаменитой Сорбонне. Повторюсь, есть огромная масса учеников Кондакова, да, которые шли по его стопам, изучали каучук, но вот уже вторую половину жизни своей, да, после того, как умерла его супруга, он преимущественно занимается преподавательством химии органической, химии для медиков, для фармакологов будущих. Более того, он сотрудничает с Карловским университетом в Праге, он тоже продолжает свои исследования в области терпенов. Вообще, будучи во Франции, он, конечно же, много ездит в командировки, прежде всего. Он точно был в Германии, в Австрии, Швейцарии, в Бельгии, посещает, всяческие заводы, где производят эфирные масла, в том числе он знакомится с производством резиновых изделий, как налажено у них это производство. Все это, конечно же, он анализирует, изучает, да, можно сказать. Совершенно точно известно, что в период с 21 по 31 год Кондаков написал огромное количество работ по химии, более 150 авторских под его авторством выходят монографий. Он, повторюсь, с 21 по 31 годы опубликовал 22 работы, 6 из которых про синтетический каучук, 16 посвящено изучению терпеном, а его последняя работа «Некоторые исторические факты о химии синтетического каучука» была опубликована в 1931 году на французском языке, что дает нам основание полагать, что французским языком-то Иван Лаврентьевич владел. Вообще надо, наверное, сделать вывод, что он такой полиглот, он совершенно точно владел якутским языком, русским языком, как выясняется, французским, и я полагаю, что эстонский он неплохо знал, потому что он всю сознательную жизнь прожил в Эстонии, общался с жителями, наверняка он и эстонский язык неплохо знал. Полиглот, стало быть.
Иван Лаврентьевич Кондаков умер 14 октября 1931 года в городе Эльва. Это такой небольшой, ну, можно сказать, пригород города Тарту. Да? Эстонцы на самом деле очень уважали Ивана Лаврентьевича, еще при жизни, конечно же, его уважали. Сейчас в доме, где он жил, сами эстонцы установили такую табличку, что в этом доме жил выдающийся русский ученый, русский профессор, значит, о том, что он такой, ну, выдающийся, да, что он открыватель синтетического каучука. Сами, значит, жители Эльвы установили памятник на его могиле. Фотографии вы можете его посмотреть. Вообще, конечно же, Иван Лаврентьевич – это гордость Вилюйского района. Да? Сейчас вилюйчане, если я не ошибаюсь, ну прям проводят кондаковские чтения, наверное, да, это называется. Ну, то есть одна из школ, гимназий в городе Вилюйске названа именем Кондакова. Его барельеф установлен на сквере учителей. Вообще Кондаков такой уважаемый в Илусе человек, на самом деле. Ну, вообще семейство Кондаковых, да? Поэтому можно сказать, что его имя вот вписано такими, можно сказать, золотыми буквами в историю Вилюйского округа. Такая вот сегодняшняя наша история, дорогие друзья. Был рад с вами в очередной раз повидаться. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки этому видео. Обязательно отмечайтесь в комментариях. Расскажите выпуски, о каких еще выдающихся сынах Якутии вы бы хотели посмотреть. И, разумеется, подписывайтесь на наши соцсети. Ссылки на них есть в описании к этому видео. Ну, а я, завершая этот выпуск, хотел бы передать привет сотрудникам Вилюйского музея и, в частности, моему хорошему другу Лене Михайловне большой привет. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока.